Привет, я Максим Кардозу, и это Кардозу Ньюс. Давно не было такого формата. Я исправляюсь, и сегодня в выпуске будут якутские динозавры, алкоголь, нападение горностаев и еще кое-что. Ну что, барды-бытышки? Друзья, близится к концу 2020 год, слав тебе Господи, скорее бы он уже прошел и настал 2021, надеюсь, он будет лучше. Так вот, я не об этом. Общественники и чиновники тоже думают о том, что вот скоро наступление этого великого праздника, Нового года, перехода, так сказать, и они думают о нас с вами, о населении. И предлагают различные инициативы, как сделать нашу с вами жизнь хорошей. Член общественной палаты, есть такая организация, человека зовут Султан Хамзаев, он предложил запретить продавать алкоголь 1 и 2 января. Вообще, на 2 суток. Нигде. Здравствуйте. Все, кино не будет. То есть какая мотивация у него? Он говорит, что люди сильно очень много пьют в эти первые дни Нового года, так будут праздновать, так будут радоваться, что 2020 закончился, наконец-то настал 2021, что все поголовно отравятся и будет большая нагрузка не только на организм этих людей, но и на медицинскую систему нашей страны, которая сейчас буксует, понятное дело, из-за наплыва еще и больных с коронавирусом. Ну и чтобы всех обезопасить, он предлагает запретить продажу алкоголя. Это шедевр! В трезвости я не вижу ничего плохого, но сама идея вот эта вот запретительная, она мне не очень нравится, потому что если есть запрет, то найдутся те люди, которые захотят этот запрет каким-либо способом преодолеть, особенно алкоголь, праздник, 10 дней, вообще что делать, друзья, это будет катастрофа. Так вот, далеко ходить за примерами не надо, в Якутске уже несколько лет безуспешно, на мой взгляд, борются с так называемыми наливайками, потому что людям все равно хочется выпить и после 9, и 10, и 11, даже после 12, и они ищут разные выходы из этой сложившейся ситуации. Так вот, значит, выяснится, что рестораны у нас работать не будут, значит, выпить в магазине нельзя будет купить. И что люди будут делать? Вот, если честно, не понимаю. И опять же повторюсь, что за примером далеко ходить не нужно. На этой неделе снова появилась очень печальная информация, что в Алданском районе отравился человек, выпив санитайзер. На всю страну республика гремела буквально совсем недавно с 2 отравившимися этим же санитайзером. Но люди некоторые не понимают, что санитайзер это не спирт, его пить нельзя, это химический препарат, предназначенный не для того, чтобы его внутрь принимали, да, а в руки и вещи нужно им обтирать. Капитан Очевидность, слава богу, ты прилетел. Но слушайте, санитайзер пахнет-то как спирт. Вот иногда зайдешь в помещение, где стоят вот эти вот будки с санитайзерами, ты туда заходишь, и там такое амбре стоит, что хоть топор вешай. Вот ощущение, что ты зашел, я не знаю куда. И эксперты уже говорят, что такая запретительная мера продажи вообще алкоголя на несколько дней, она действительно может привести к огромному количеству отравлений. И получается, что даже смертей. Вообще борьба с алкоголизмом и употреблением чрезмерного алкоголя, она такая вот серьезная, такой бич в нашей стране, ну и не только в нашей. И здесь что говорят эксперты? Они говорят, что, наверное, не нужно делать запретительные какие-то меры, а нужно проводить пропаганду культуры питья. Как это сделать? Непонятно. Звучит, конечно, все хорошо, но как сказать человеку, блин. Остановитесь! Кстати, помочь употреблять меньше поможет и новый закон, который вступает в силу также 1 января 2021 года. Госдума вот его приняла со всеми поправками. В чем его суть заключается? Он возвращает вытрезвители в нашей стране. Если кто-то не знает, до 2011 года, если вы так молоды, до 2011 года по всей стране существовала система вытрезвителей, куда привозили пьяных людей, там они трезвели, потом их выпускали. В общем, мне кажется, это так как-то работает. Так вот, их запретили, и вот спустя 10 лет их возвращают. И мне кажется, это хорошо. Вот я, честное слово, вот недавно был в приемном отделении, вот у меня была травма, мне нужно было зашить бровь. И это был вечер, и в приемном отделении было огромное количество очень пьяных людей, которые вели себя просто неадекватно. Я вот так вот зашел, глаза открыл, вот так вот думаю, ах, тонко. Боже ты мой, что там творится? Это... Ну нахер.
Эти пьяные люди ходят по отделениям, пристают к пациентам, дерутся и оскорбляют персонал. В общем, трэш, угар и содомия. Просто вообще там неприятно было находиться. И я спросил у одной из медсестер вообще, что тут происходит, почему так много здесь пьяных людей, почему их вам привозят. Они вроде в нормальном состоянии, без травм каких-то телесных, видимых. Мне она ответила, что их привозят к ним, потому что не знают, куда их везти. Вытрезвителей нет, и автоматически их привозят в скорая помощь, если там она их принимает, в приемное отделение. И вот они там просто отсыпаются и всем мешают. А если их будут увозить в вытрезвитель, то люди могут вздохнуть с облегчением в травмпунктах, например, или в приемных отделениях скорой помощи. И здесь возникает вопрос, кто за это все будет платить. Понятное дело, что это дополнительная нагрузка на федеральные и не только федеральные, муниципальные бюджеты. И здесь предлагается такая схема государственного частного партнерства. Например, какой-нибудь частник открывает такой вытрезвитель, принимает этих людей, они отсыпаются, и утром при выходе им предъявляют счет. Я наткнулся на такую цифру: 1500 рублей человек должен будет заплатить. Ну, как будто бы ты находишься там в каком-то хостеле, ночь переночевал, и вот должен заплатить за свое пребывание безопасное. Получше, чем просто запрет, потому что ты уже пьяный не будешь выходить на улицу, побоишься, что тебя просто схватят полицейские и отвезут, например, в вытрезвитель. Я помню, что в Якутии было легендарное заведение, называлось оно «Красная Якутия», кто постарше вспомнит обязательно. Это вот был такой вот якутский вытрезвитель, куда всех свозили, рассказывали какие-то такие байки, такие страшилки, там просто мама не горюй. Причем студенты туда очень сильно боялись попасть, потому что если в вузе выяснится, что ты там побывал, тебя сразу же моментально отчисляли. Ну, благо тогда документов с собой никто не носил, люди представлялись какими-то липовыми именами, сбегали оттуда, в общем, всячески пытались туда не попасть. И это еще один стимул не бухать, так сказать, на улице. Так много раз сказал слово алкоголь, аж выпить захотелось. Друзья, вы когда-нибудь знали, что в Якутии, оказывается, когда-то, миллионы лет назад, жили динозавры? Для меня стало это настоящим открытием, хотя первые раскопки в Сунтарском улусе начались в 60-е годы, там нашли кости стегозавров, так называемых. И почему-то эта история, она не очень разрекламирована, распиарена, например, так как мамонты. Оказывается, вот так далеко на севере тоже можно найти останки динозавров. Так вот, совсем скоро в Якутске начнется показ документального фильма, который называется «Мой личный дракон». Картина расскажет как раз об этих рептилиях, которые когда-то жили на территории нашей Якутии. Промо уже идет, сделали скульптуру этого динозавра, я так понимаю, 1 к 1. И вот установят в кинотеатре, можно будет посмотреть на него, прийти. Вообще, это будет документальное кино, и картину сняла Мила Кудряшова, где она соединяет мифологию и науку. Звучит вообще очень интересно. На экране мы увидим рассказ о древних животных и группе палеонтологов, якутских и петербургских исследователях. Также с ними работал немецкий ученый из Боннского университета. В основе фильма повествование о заключительной экспедиции, которая состоялась в 2019 году. Работа над фильмом велась 3 года, и вот ребята предлагают посмотреть, что у них получилось. Вообще, эта история очень интересная. Действительно, в якутской мифологии же есть вот эти вот чудовища, с которыми борются наши ботуры. Эти чудовища очень похожи на драконов. Я когда-то делал большой материал, связанный с появлением драконов, змеев Горынычев в европейской и в русской культуре. И там есть разные объяснения. Конечно же, одни из них говорят, что люди вот находили останки вот этих вот динозавров, животных, и представляли, что вот это вот чудище это какой-то монстр, которого когда-то убили люди. И уже дальше дорисовывали ему вот такие вот туловища, крылья и так далее и тому подобное. Звучит очень логично. Со змеем Горынычем там совсем другая история. Она уходит к нападению монголов на Древнюю Русь. Это тоже совершенно другая история. Если вам интересно, вы можете сами прогуглить. Ну и тут возникает вопрос, действительно ли наши предки, которые, может быть, тоже нашли останки этих динозавров и придумали вот этих вот чудовищ, драконов, которые появляются в Олонхо. Далеко за примерами ходить не надо, когда люди, не понимая, что они видят, они фантазируют. Например, тот же самый бык зимы, у которого огромные рога, потом они отваливаются весной. Это же кости, это же бивни мамонтов, по большому счету. Да, но люди не могли предположить, что это мамонты. Они подумали, что это рога какого-то огромного быка. И может быть то же самое было и с костями динозавров. Будем смотреть этот фильм.
но и выяснять. Ну и продолжая культурную повестку, появилась новость, что якутский памятник дворнику, который установлен в Якутске перед кинотеатром «Центральный», попал в финал конкурса самых странных и необычных скульптур России. Полуфинал проходил, значит, среди памятников, установленных в дальневосточных городах. Всего на конкурсе было вот из Дальнего Востока 10 работ. И вот среди них лучшим оказался памятник дворнику. Он набрал больше 3800 голосов. Вот если честно, мне этот памятник вообще не нравится. Он пугает меня. Он же какой-то странный. Вот если я его первый раз увидел, я немножечко не понял. Это значит психодел же такой, да? Ты человек без лица. Ну... Черт знает. Но я вот зашел на этот сайт, посмотрел и другие регионы, другие города, другие памятники, которые там представлены. И там есть такие экспонаты, что, божечки ты мой! Пермяк соленые ушки, например, или дерево желаний выглядит тоже очень странно. На фоне них, конечно, наш памятник — это Венера Велосская. У Венеры вот рук нет, а у нашего лица. Ну и здесь хочется сказать, что в Якутске вообще очень много памятников. Город небольшой, но ты вот куда ни поверни, по крайней мере в центре города, ты в любом случае наткнешься на какой-нибудь памятник. Вот, например, на площади Дружбы их стоит сразу 2. Я не скажу, что все они какие-то красивые, да, там бюсти эти или памятники, они, по моему мнению, лишены какой-то оригинальности. Или не запоминаются просто. Конечно же, это все вкусовщина. У меня нет какого-то специального образования, там, искусствоведческого для того, чтобы рассуждать там о художественной ценности того или иного бюста или той или иной скульптуры. Но вот я, как лично обыватель, мне кажется, что в Якутске много памятников, но среди них практически нет каких-то классных. И вообще история с памятниками в Якутске тоже очень странная. Вот этот вот бедный карасик, кто его вырывали, похищали, ломали, зачем, тоже не понимаю. Хотя очень симпатичная скульптурка была. И мне кажется, можно было бы создать какой-то такой памятник грандиозный, который бы привлекал в город людей, туристов, на которых хотелось бы просто прийти и посмотреть, приехать, который мог бы стать визитной карточкой нашего города. И такие примеры есть. Мне очень нравится, например, Мамонты в Ханты-Мансийске. Мне кажется, это очень монументально. Почему что-то подобное не могло появиться в Якутии? Ведь мы же тоже гордимся тем, что вот мамонты у нас были, мы до сих пор находим их останки у себя и пытаемся даже клонировать. Ну и сразу же вспоминаются мировые аналоги. Понятное дело, что, может быть, конечно, сравнивать невозможно и нельзя, но почему нет? Это, например, и статуя Свободы в Нью-Йорке, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, там, Родина-Мать в Волгограде. Конечно, это огромное что-то такое, но почему нет? И эти монументы, они становятся символами и туристическими точками притяжения. И вот такие вот арт-объекты в больших, например, западных городах, они появляются все больше, потому что люди понимают, что где появляется такой вот особенный арт-объект, необычный, на фоне которого можно фотографироваться, который можно снимать на видео, делать там селфи и так далее и тому подобное, он привлекает людей, туристов, и вокруг этого арт-объекта может складываться какая-то новая социальная инфраструктура. С одной стороны, в Якутске очень много памятников, но с другой стороны, они могут участвовать только в конкурсе самых странных и необычных скульптур. Теперь гастрономическая новость, не такая свежая, конечно, но мимо пройти я не смог. В историческом парке решили приготовить изысканный древний якутский деликатес салат из язычков карасей. Ссылочку я оставлю на это видео в описании, конечно же. Вообще, вы слышали когда-нибудь о таком якутском блюде? Я, если честно, нет, вот до недавнего времени. В первый раз мне о нем рассказала даже не якутянка, а москвичка. Анна Коряковцева, это режиссер, которая провела в Якутии почти месяц, снимала документальное кино, мы с ней вот встретились, интервью есть у меня на канале, если вы не видели, то заходите по ссылочке, посмотрите обязательно, очень интересная девушка, ее впечатления о Якутии, они такие необычные вообще, там прям смотреть и плакать. И она там рассказала, что ее как раз вот угощали этим блюдом. Так вот, в историческом парке тоже решили попробовать это блюдо из 40 карасей, они вот его приготовили. Понятное дело, что в древности такое удовольствие могли себе позволить только очень богатые люди и, наверное, после Мунха, когда вот идет вот эта вот рыбалка на карасей. И еще с этим блюдом связана одна легенда, о которой я тоже не слышал. Так вот, когда-то к знаменитому якутскому купцу Манетаху пришел молодой человек и посватал руку его дочери. И Манетах такой
хотел отказать, но решил схитрить, знаете, как в сказках. Он говорит: принеси ко мне, дорогую, 200-литровую бочку, наполненную язычками карасей. Ну и, конечно же, как в сказке, этот молодой человек выполнил задание. Ну а в конце давайте посмотрим на видео из села Балагур Амнинского улуса. Там в местную больницу повадился воришка, маленький, беленький. Это горностай, значит, он воровал там всякие вкусняшки. На этот раз он схватил большую кость, которая никуда не помещалась. Бедный, мне кажется, она тяжелее него. И вот он, значит, ее тащит. Причем и огрызается. Да? Куруресса. Не знаю, хорошо это или плохо, что вот горностай вот так вот заходит в помещение, где живут люди, и ищет там еду. О чем это говорит, что еды другой нет в лесу или что? И вообще, хотелось досмотреть это видео до конца, чтобы сняли вообще, утащил он эту косточку, поместилась она в эту дырочку или нет. Была удачная охота или нет. А на этом у меня все. Я Максим Карадозов. Ставим лайки, подписываемся, нажимаем на колокольчик, оставляем комментарии. В общем, вы все сами знаете, помогаете каналу. На этом все. Всем пока.